Кадыров и пехотинцы Путина. Кто они? За кого умирают кадыровцы? Неделю назад получил видео из Украины. По сегодняшний день не отошел шок от него. В голове не укладывается, как можно позабыть все, что сделали с чеченским народом, и пойти на службу этим убийцам своего народа. Пойти в русскую армию, носить их форму, их шевроны и погоны, на лбу носить двуглавого мутанта, а также выполнять приказы российских генералов, которые недавно убивали чеченцев. Из нескольких страниц чеченской истории. Скажу про две войны. Война Ельцина 1994 года и война Путина 1999 года. Во время этих войн русские оккупанты убили более 300 тысяч мирных жителей. Из них 45 тысяч – это дети. Их убивали с воздуха и земли. Авиация и артиллерия России убивала их, уничтожая целые населенные пункты. Чеченцев сжигали, закапывали живьем, связывали вместе и подрывали. Убивали во время зачисток и убивали под ужасными пытками в концлагерях. Убивали за то, что они чеченцы, и убивали со всей жестокостью. Тысячи чеченцев сегодня находятся в тюрьмах по всей России. Они в тюрьмах из-за того, что они чеченцы. Вспомните 1999 год, когда русские оккупанты открыто на своих телевизионных каналах говорили: все чеченцы террористы, начиная от 10 и до 65 лет. Вот кому служат сегодня предатели чеченского народа. А теперь вернемся к нашим баранам. На том видео, которое мне прислали, сидит раненый кадыровец. Его ноги и руки прострелены. Из-за незнания, как обрабатывать раны или неимения медицинских препаратов, у этого кадыровца в ранах начали размножаться черви. Они поедают его заживо. Покажу вам кусок из этого видео. Аслан, короче, алло. Пять дней, да? Это еще было, да. Самое интересное, в общем году. Там вообще большие они. Вспоминается январь-февраль 1995 года. Боевые действия в столице Ичкерии, в Грозном, когда российские генералы не забирали своих раненых и убитых, которые лежали на улицах нашей столицы. Их не забирали даже после предложения и даже просьб чеченского командования. Российские генералы игнорировали такие предложения. Потом этих мертвых оккупантов начали поедать кошки и собаки. А нам приходилось отстреливать их, чтобы они не стали переносчиками бешенства российских оккупантов. Такая же ситуация сейчас в Украине. Путину и его подчиненным абсолютно без разницы, кто умрет, как умрет и сколько умрет, лишь бы умирали, чтобы удержаться на их смертях у власти. Легко диванному воину Кадырову сидеть за 7 дверями и посылать других вот таким образом умирать. У него в черепной коробке серого вещества не хватило, чтобы дать приказ обучить своих подчиненных, что делать при ранениях. У них ведь нет своих личных врачей, которые есть у Кадырова. Хосюртовский лопух должен был дать совет, как спасти баранов или как лечить своих баранов в полевых условиях. Тем более, что он не так уж давно пас и занимался баранами, даже занимался скотоградством. В ином случае он мог открыть Google, а не TikTok свой, и почитать про это, дать совет своим подчиненным, что в первую очередь надо выстричь 6 по краям раны у раненого барана, промыть рану хлоргексидином, намазать вокруг раны зеленкой, можно также обработать криолином, можно промыть перекисью водорода и так далее. Если всего этого нет, хотя бы русской водкой, которой они там попивают. Вот что ты должен был делать сейчас, Кадыров, а не отлеживаться на своем диване. Кстати, лопух хосюртовский. Можно надавить из листьев лопуха сок
и накапать барану на раны. Черви оттуда выберутся уже сами. Так что выдави из себя жидкость и отправь баранам своим в Украину. Да, кстати, тебе же сейчас не до своей отары. Ведь ты сам находишься в такой же ситуации, нуждаешься в помощи, застрял в реанимационной, лежишь там под своими капельницами, и врачи пытаются тебя откачать. И даже хочется спросить, что Ахмат и Путин не сила? Не в правильном месте роются паразиты, не в том месте. Они сначала должны пройти снизу вверх у тех, кто посылает чужих людей на войну, то есть у Путина и Кадырова. Нормальный человек никогда не станет оккупантом, а уж тем более не пойдет умирать за убийц чеченского народа. Россия убивала нас веками, а вы умираете за нее. Это вам кара от Всевышнего, еще при жизни, кара за все унижения, оскорбления, пытки и убийства.